В этом смысле тибетские лекарства, как действуют они, что они дают? О, тибетские лекарства действуют очень, очень интересно. В большинстве случаев, когда к нам приходит на прием новый человек, прям видно по глазам, как он ждет, что сейчас будут шаманить. Вообще есть очень красивая история на этот счет. Когда антропологи, которые работали там в 60-е, 70-е годы 20 века, они путешествовали по разным этим племенам, аборигенам в отдаленных уголках планеты. И вот когда они летели к ним на вертолетах или вот на самолетах, и аборигены видели, как с неба спускается большая белая птица, они думали, что это магия управляет этой белой птицей там, и так далее. Вот, собственно говоря, многие воспринимают, что тибетская медицина – это тоже магия. Хотя там, собственно говоря, голый расчет. Там строгий расчет, как в аптеке, или даже точнее. Вот. Да, я помню, что у вас у врачей такой главный, ну, как бы, патриотизм врачебный – это точность составления лекарств и внимательность к способам приготовления. Там много-много у вас нюансов, я знаю. Вы относитесь к своим лекарствам с доверием, бережно, соответственно, то, что делаете, и всегда под вопросом для вас это чужие лекарства. Да, это в том числе, это правда. Большинство врачей предпочитает самостоятельно готовить лекарства, или они берут их у людей, которым очень доверяют, которые точно положат в лекарство то, что соответствует рецепту. Мне приходилось несколько раз видеть фрагменты, как вы приготавливаете лекарства. Ну, это длительная у вас процедура, и там так много нюансов, там перепарить, пережарить, не доварить, не досыпать, не досушить, переждать, там по времени очень сложно, это целое искусство. И понятно, что как раз в процессе приготовления лекарства тоже увеличиваются характеристики вот этих жизненных начал, то есть, видимо, лекарства, связанные с борьбой с холодом, то есть, наверное, каким-то образом более сильно, я не знаю, жарятся или что-то там, сушатся на солнце, чтобы увеличить энергию огня, видимо. То есть сам процесс приготовления уже связан с, безусловно, как бы, увеличением того или иного элемента. Но дело в том, что вообще некорректно говорить, что конкретно лекарства связаны с увеличением того или другого. Хотя это тоже правда. Дело в том, что вот как в классических науках западных считается, что вот там 4 кита органики – это водород, углерод, азот и кислород, так и в тибетской медицине вот эти вот первые элементы являются китами, на которых строится потом все огромное здание науки Сова Ригпа. И мы все имеем к этому отношение. Мы все состоим из воздуха, огня, земли и воды. Лекарства состоят из этого же. Весь вопрос в пропорциях. Это мельчайшие, ну, собственно говоря, атомы. Это они и есть. Ну, просто они вот названы таким образом в тибетской традиции, в европейской традиции. У них другие названия, но функции у них точно такие же. Из них строится, ну, построено все. И всегда вопрос в том, ну, каковы пропорции того или другого элемента. То есть это не атомы, это частицы, подобные атому, да? Да. Если как бы по образу, да? То есть это первокирпичики такие, из чего все состоит. Первые элементы, ну их и называют первыми элементами, да? Поэтому, конечно, когда мы готовим лекарства, во-первых, в самих составляющих лекарств уже есть некоторый баланс этих первоэлементов. Некоторые составляющие лекарств входят в лекарства в неизмененном состоянии. Некоторые нуждаются в обработке, в увеличении, как вы совершенно правильно сказали, допустим, составляющей тепла, да, или наоборот составляющей холода. Вот. В обработке, в очищении они нуждаются. Ну, понятно. Ну, то есть процедуры более сложного порядка, есть процедуры более простого порядка. Да? Вот. Но это, конечно, алхимия.
Да, удивительно, да. это удивительная вещь. Готовить лекарства, это очень интересно. Я помню, что вначале меня удивляло, что доктора читают мантры, когда готовят лекарства, окуривают помещение, ну, предварительно как бы, ну, священнодействие. Это такое священнодействие. И вот эта уверенность, что это увеличивает силу лекарств, ну, наверное, тоже дает свой результат. На тонком плане такая записка происходит. Это абсолютно с чистым намерением самое лучшее лекарство, и оно действительно там на микро-микроуровне находит сразу болезнь как врага и с чистым намерением никому не навредить. Вот что интересно еще, вот у тибетских лекарств, у составов, я так понимаю, минимальные вот эти побочные какие-то результаты, которые могут навредить. Там, каким образом это каким образом достигается? Да. Это очень сложная тема, то есть она нуждается в дополнительной такой разработке, потому что на контрасте с европейскими лекарствами, с таблетками привычными нам, да, конечно, тибетские лекарства работают по-другому. Почему? В европейских лекарствах, ну, в таблетках, есть одно или два действующих вещества. Они химически синтезированы, очищены, да, и вводятся в организм вот в этом вот очищенном состоянии. Дальше это вещество в системе пищеварения человека усваивается, определенным образом встраивается в биохимические процессы в организме, да, собственно говоря, действует. Дело в том, что организм человека – это очень сложная, динамическая, постоянно балансирующая себя система. Это не статья, то есть это не вещь, это не стол, там, не стена, не ручка. Все время момент развития и движения. Идет постоянный процесс движения, не прекращающийся ни днем, ни ночью, там, от рождения до старости. Это постоянная динамика. Когда ты меняешь какой-то один процесс, автоматически меняется, ну, постепенно, да. Это не мгновенно происходит, но меняется вся система. У этого будут как положительные изменения, то есть запрограммированные тобой изменения, так и отрицательные изменения. И это в случае с таблетками, ну, практически неизбежный эффект. То есть поэтому принимаются там комплексы из таблеток, да, когда, допустим, ты принимаешь антибиотики, после этого, как правило, тебе прописывают препараты, восстанавливающие микрофлору кишечника. Почему? Потому что антибиотики, кроме того, что они убивают инфекцию, они, то есть патогенную микрофлору, они еще и убивают микрофлору, которая помогает тебе переваривать пищу в кишечнике, да, и в желудке. И пища не усваивается, вот. Да, пища не усваивается, да. Усвоение пищи и превращение ее в кирпичики нашего тела нарушается. Да, совершенно верно. Каким образом устроены тибетские лекарства? По сути дела, то, что в них действует, это такие же химические соединения, такие же химические вещества, которые действуют в таблетках. Просто как минимум в каждом растении, которое попадает в состав лекарств, их уже штук 5. Там есть вот эти вот, ну, витамины, флавоноиды, алкалоиды. Там много чего разного в растениях вообще есть, полезного и хорошего. Полный набор. Полный набор. Там, ну, штук 5 разных этих действующих веществ. Кумарины. Активных действующих веществ. Активных действующих веществ в этих растениях. Плюс к этому в тибетских лекарствах, как правило, там от 5 до 40 компонентов. Ну, в среднем это 10, 15 или 20 компонентов в составе, и они действуют очень сложным образом. То есть они комплексно влияют на всю систему организма. Не по цепочке, они сразу запускают множество одновременно идущих биохимических реакций. Они все связаны между собой. И вот это вот динамическое равновесие, которое постоянно есть в организме человека, оно тоже изменится, как и в случае с таблетками. Но оно изменится таким образом, чтобы тот процесс, который нужен тебе, чтобы он
не вызвал каскадную реакцию вот этих вот отрицательных побочных эффектов. Потому что если тебе нужно, допустим, усилить желудок, но при этом, чтобы не ослабла функция кишечника, да, или почек, ты вводишь в состав лекарств те компоненты, которые будут поддерживать силу почек, силу кишечника, других органов, если это необходимо. И таким образом одни компоненты в составе будут лечить проблему, ну, по поводу которой ты назначаешь лекарство. Другие компоненты в составе будут балансировать потенциальный негативный эффект, который нивелировать, который само лечение может принести. Да. Вот, в этом смысле получается, что идеальный подбор лекарства – это индивидуальный подбор лекарства. То есть если врач в состоянии увидеть насквозь весь комплекс болезней в пациенте, он может именно для него индивидуально подбирать лекарства в случае каких-то… Они всегда подбираются индивидуально. Они всегда подбираются. То есть в стандартной аптеке, которая есть там у практически любого врача, от 100 до 200 лекарственных составов. Есть некоторые составы, которые являются базами, к которым добавляются прямо в ходе приема какие-то уже в порошковой форме перемолотые части растений, и они, собственно говоря, и индивидуализируют вот этот вот базовый состав, да, который дается. Да. А базовый состав, в принципе, он безопасен, универсален, как бы более-менее для всех, ну, при каких-то похожих показаниях, можно так сказать? Да, конечно.